Блюда, приготовленные в посуде из термостойкого стекла, прекрасно сохраняют вкусовые качества и аромат продуктов. Программа «Кулинарная азбука» готовит на термостойкой экологичной посуде Хелпина. Привет, друзья! Сегодня вместе с вами открываем кулинарную азбуку. С вами я, шеф-повар Динар Мингазов. И вы все прекрасно знаете, что любая азбука начинается с буквы А. На А мы сегодня будем готовить азиатскую кухню. В азиатскую кухню входит кухня народов Японии, Китая, Малайзии и другие. Сегодня мы будем вместе с вами готовить салат из индейки, соевой спаржи. Для начала мы возьмем соевую спаржу. Ее можно купить в любом супермаркете. Продается она в сушеном виде. Я ее заранее замочил в теплой воде, приблизительно на 1,5 часа. Хочу заметить то, что наш салат будет теплым. Что характерно, это азиатская кухня. Основной ингредиент этого блюда – индейка. Мы ее нарежем пластами поперек волокон. 4 ломтика индейки достаточно на одну порцию. Возьмем замоченную спаржу, приблизительно 4 ростка. Нарежем ее наискосок, нальем оливкового масла, приблизительно столовую ложку, добавим пол чайной ложки кунжутного масла, мясо индейки приобретет необычный вкус. Масло у нас нагрелось, и мы обжарим на ней грудку индейки. Также добавим туда нашу спаржу. Все мы это обжарим на сильном огне. Тем временем, пока у нас жарится и готовится индейка со спаржей, мы будем нарезать свежие овощи. Для начала возьмем свежий огурец, морковь, сладкий перец и нарежем это все тонкой соломкой. Чем тоньше мы нарежем наши ингредиенты, тем будет изысканнее вкус. Смотрите, какие яркие цвета получаются в нашем салате. Я думаю, можно еще добавить чуть-чуть желтого перца, чтобы у нас была яркая радуга овощей. Наша индейка со спаржей уже почти что готова. Добавим туда пол чайной ложки соевого соуса. Добавим еще тоже пол чайной ложки соуса терияки. Все это тщательно перемешаем. Напоминаю, что блюдо мы не солим, так как мы добавили 2 соуса. Возьмем миску, выложим туда наши овощные ингредиенты, добавим туда свежие листья салата корн, приблизительно 2 горсточки. Сейчас мы отдельно приготовим соус для нашего салата. Для этого мы возьмем оливковое масло, приблизительно 2 столовые ложки, смесь 4 перца, все это поперчим, так как азиаты любят остренькое. Добавим туда зернистой горчицы, приблизительно чайную ложечку. Все это тщательно перемешаем. И все это заливаем в наш салат. Тщательно перемешиваем, чтобы все ингредиенты у нас смешались.
Блюдо практически готово, его осталось только выложить на тарелку. Для подачи этого блюда мы используем квадратную тарелку. Выкладываем на тарелочку вот таким способом. Очень красиво получается. Затем мы кладем нашу индейку, затем соевую спаржу. Оформим блюдо луком резанец. Грудку индейки и заранее замоченную соевую спаржу обжарили на смеси оливкового и кунжутного масла. В конце обжарки добавили 2 столовые ложки соуса терияки. Огурцы, морковь и болгарский перец нарезали соломкой, добавили листья салата корн и заправили соусом, приготовленным из оливкового масла, зернистой горчицы и смеси 4 перцев. На подушку из овощей выложили обжаренную индейку и спаржу и украсили луком резанец. Итак, друзья, мы сегодня с вами открыли нашу азбуку с буквы А – азиатская кухня. Мы сегодня приготовили азиатский салат с индейкой и соевой спаржей. Эти блюда вы можете приготовить в своей семье на воскресный обед, удивить их. И чтобы завершить церемонию, мы ее дополним китайским чаем. Как вы видите, все это готовится очень легко, быстро. Можно это все приготовить в домашних условиях. Готовьте с нами, приятного аппетита. С вами был я, Динар Мингазов. Каша не пригорает, чайник закипает быстро. Даже обычный ужин настоящая хозяйка может превратить в маленький праздник. Программа «Кулинарная азбука» использует термостойкую посуду Васильевского стекольного завода.